Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Его наследие живет в государстве абхазов. 29 лет назад в Сухуме был убит выдающийся абхазский ученый и политический деятель Юрий Воронов. Посвящение утраченному фонду Национальной галереи в Стамбуле продолжается выставка работ абхазских художников. Президиум Академии наук Абхазии утвердил руководителей институтов. «29 лет назад, 11 сентября 1995 года, на пороге своей квартиры в Сухуме был убит выдающийся абхазский ученый и политический деятель Юрий Воронов, ставший одним из главных символов победы и независимости Абхазии. В этот день в Абхазии вспоминают выдающегося ученого-кавказоведа, одного из лидеров национально-освободительного движения абхазского народа, действительного члена Русского географического общества, награжденного посмертно высшей государственной наградой Абхазии, орденом Агдзябша первой степени, доктора исторических наук Юрия Воронова. Слово Нестору Инепшба. Юрий Николаевич Воронов внес неоценимый вклад в становление абхазской исторической науки и государственности. Видный политик, один из ведущих идеологов независимости Абхазии, он также являлся специалистом в области археологии и кавказоведения. Влившись в изучение этой науки еще с 13 лет, Воронов стал одним из первооткрывателей цибельдинской культуры, древнего государства апсилов, от которого, предположительно, берет начало современная абхазская культура. Конечно, это выдающаяся личность Юрий Николаевич Воронов. Я думаю, человек с большой буквы. И ежегодно мы в этот траурный для нас день памяти, 11 сентября, приходим и возлагаем цветы. Таким образом, хотим эту память продлить, дать нашим детям возможность увидеть место, где захоронен великий человек, именем которого названа наша школа, в которой мы обучаемся. Начиная с юных лет, Воронов принимал участие в раскопках многих памятников античной культуры. Им написано множество трудов, касающихся данного периода. К сожалению, активная политическая деятельность, которую вел Юрий Николаевич, стала причиной его убийства в расцвете лет в 54 года. В ночь на 12 сентября 1995 года на пороге своей квартиры злодейски убит государственный и политический деятель, крупный ученый, кавказовед, публицист и славный сын Апсны Юрий Николаевич Воронов. Было совершено заказное политическое убийство одного из последовательных и активных борцов за суверенитет и государственность Республики Абхазия. Ученики третьей средней школы столицы, носящие имя Воронова, в день его смерти проводят традиционные мероприятия на могиле ученого. В этом году, после возложения цветов, они провели культурную программу, посвященную трудам и жизни археолога. Юрий Николаевич Воронов, Юрий Николаевич Воронов, Хашкол Ахиц, Бзедины Пхаа Гара Хаджу. Зубсалги взяли босс хыя мегзу зеразы. Сторах здоросы на зубтос штака и хямцос оказа. Абсна археологча, рабха гылый, а профессор, а политик, а ТЦАВ. Юрий Николаевич Воронов захоронен в городе Сухум, у стен Абхазского государственного музея. Развитие научных и политических основ абхазского государства, заложенных им, продолжается и по сей день. Нестор Инепшба, Инала Гухава, Абаза ТВ. После выпуска новостей смотрите в нашем эфире проект «Автограф» в памяти Юрия Воронова из архива Абаза ТВ. Официальная хроника. Президент Аслан Бжани провел встречу с Союзом политических партий и общественных организаций. Участники встречи обсудили вопросы внутренней и внешней политики, социально-экономического развития государства, сообщает пресс-служба президента Абхазии. Руководители организаций, входящих в Союз, высказали поддержку президенту Аслану Бжани. По их словам, политика главы государства направлена на укрепление безопасности страны, улучшение благосостояния граждан.
Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил своего сирийского коллегу Башара Асада с днем рождения. По словам президента Абхазии, Асад стойко и мужественно отстаивает интересы своего народа в непростых условиях и ведет Сирию по пути всестороннего развития и прогресса. Абхазский народ искренне благодарен вам за признание независимости нашей страны, высоко ценит дружбу между Абхазией и Сирией, отметил Бжаня. 29 мая 2018 года Сирия официально признала суверенитет Абхазии. Состоялась встреча премьер-министра Александра Анкваба с посланником Международного комитета Красного Креста по пропавшим без вести на Кавказе Аньес Коту, в ходе которой обсуждалась деятельность миссии в Абхазии по обнаружению захоронений погибших в результате грузино-абхазской войны и идентификации обнаруженных останков. Аньес Коту проинформировал Александра Анкваб о планах миссии в этом вопросе. Посланник МККК подчеркнула особую значимость, которую придают в Международном комитете проводимой работе, и выразил надежду на успешное ее продолжение. Было подчеркнуто, что основной целью является не только установление судьбы пропавших, но и исключение ошибок в процессе идентификации. Премьер-министр вновь подтвердил готовность к оказанию миссии необходимого содействия. Во встрече приняли участие глава миссии в Абхазии Чингиз Раймымбеков и его заместитель Борис Казанба. Председатель Комитета Народного собрания парламента Республики Абхазия по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ Инар Сацба и член этого комитета Инар Гицба принимают участие в международном форуме «Казан Digital Week 2024 в столице Республики Татарстан, городе Казани, с 9 по 11 сентября. Работа форума проходила по ряду тематических направлений. Депутаты Сацба и Гизба уделили свое внимание рассмотрению вопросов в секциях, связанных с темами кибербезопасности, использования цифровых технологий в государственном управлении и в других сферах. 10 сентября чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария выступил с речью на открытии дипломатического приема по случаю празднования 15-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа в посольстве Абхазии в Никарагуа. В начале торжественного мероприятия прозвучали государственные гимны Республики Абхазия и Республики Никарагуа. Инар Ладария передал приветствие от президента Абхазии Аслана Бжани и министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба. В своей речи посол Инар Ладария рассказал гостям об истории борьбы народа Абхазии за независимость и суверенитет. Затронул основные исторические события абхазо-никарагуанского сотрудничества и рассказал о работе, проводимой посольством. Посол Абхазии отметил большой потенциал развития двусторонних отношений, выразил готовность руководства Абхазии укреплять взаимодействие во всех направлениях. К другим темам. Пожар на полигоне бытовых отходов в селе Алахадзы локализован, рассказал спутник начальник Гагарского спецавтохозяйства Тимур Бигвава. Задымление все еще сохраняется. Мы продолжим завозить землю и посыпать ее в места возгорания. Думаю, что на это понадобится еще 3-4 дня, добавил он. По словам Бигвава, пламенем было охвачено около 60 соток территории свалки. В тушении были задействованы собственная техника спецавтохозяйства и частные грузовики. Причиной пожара может быть самовозгорание мусора. Печальные вести с дорог республики. Один человек погиб в аварии в районе села Араду, сообщил спутник в ПСО Ачимчирского района. Сигнал поступил на пульт дежурной части в 12:10. По информации выехавших на место спасателей, водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В машине находились 2 пассажира, один из них погиб. Сообщение спасателей. После 3 дней поиска спасатели обнаружили тело гражданина России Тимофеева Сергея Анатольевича, утонувшего в акватории Гагры 8 сентября, сообщает пресс-служба МЧС. Тимофеев 1968 года рождения приехал в Абхазию из Санкт-Петербурга. Тело утонувшего доставили в морг Гагарской районной больницы. Насаждение наркосодержащих растений в крупном размере обнаружено в Ткварчалском районе. Смотрите материал пресс-службы МВД.
Житель села Галхуч Джиджея Деви Заупович, 1981 года рождения, задержан в ходе оперативных мероприятий по выявлению фактов выращивания наркосодержащих растений сотрудниками уголовного розыска и руководителем пункта милиции села Уакум отдела внутренних дел по Ткорчалскому району. В ходе обследования землевладения, принадлежащего вышеназванному гражданину, на разных участках местности сотрудники милиции обнаружили насаждение растений конопли вида южно-краснодарская. Как установлено в экспертно-криминалистическом центре МВД, все изъятые корни содержат наркотически активный компонент и могут служить сырьем для изготовления наркотического средства марихуана. На момент задержания сам подозреваемый пребывал в состоянии одурманивания аналогичным веществом. Расследование в рамках возбужденного уголовного дела в отношении гражданина Джиджея по факту незаконного возделывания наркосодержащих растений в крупном размере проводит следственная группа Ткорчалского РОВД. Решением районного суда подозреваемый на время предварительного расследования заключен под стражу. В селе Верхние Шеры на улице имени Героя Абхазии Раисы Курикба уложили 1,5 километра бетонного покрытия, сообщает пресс-служба администрации Сухумского района. По обочинам дороги засыпали щебень, капитально отремонтировали систему отведения сточных вод и заезд к школе села. Благоустроена территория вокруг памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Проселочная дорога по улице Раисы Курикба примыкает к республиканской трассе Псоу-Ингур и активно эксплуатируется жителями села Верхняя Шера. Купальный сезон в Абхазии официально закроется 15 октября. По данным МЧС, с начала года зарегистрировано 8 происшествий. 2 человека погибли, 6 удалось спасти. ГИМС за этот период выявила 12 правонарушений, совершенных гражданами, управляющими маломерными судами. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС напомнила, что в море нельзя купаться в шторм и после употребления спиртного, а дети на берегу должны быть под постоянным присмотром. Новости науки. Президиум Академии наук Абхазии путем открытого голосования утвердил руководителей институтов, входящих в структуру Академии наук Абхазии. На должность директора Института экономики и права утверждена Фатима Камке. На должность директора Института экспериментальной патологии и терапии Зураб Микваби. На должность директора Ботанического института Эдуард Губас на заседании президиума президента. Академии наук Абхазии Зураб Джапо вручил диплом доктора исторических наук ученому Асланбеку Мирзоеву. Кроме того, при Академии наук Абхазии создали Совет молодых ученых. На заседании президиума утвердили положение новой структуры. Этот совет имеет определенные полномочия и самостоятельность. Они имеют возможность напрямую выходить на президиум Академии наук и решать научные вопросы, предлагать новшества и так далее, отметил член президиума Анатолий Марколи. Идея создания принадлежит президенту Академии наук Абхазии Зурабу Джапо. В состав совета могут входить до 100 человек. 11 сентября в Абхазском государственном университете состоялась встреча ректора академика Олега Угварами с новым руководителем представительства Россотрудничества в Абхазии Владиславом Куликовым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся предоставления квот абхазским абитуриентам для поступления в российские вузы, программ студенческих обменов и стажировок, а также развития совместных научно-исследовательских проектов. Владислав Куликов подчеркнул важность образовательной интеграции и укрепления культурных связей между Россией и Абхазией. Образование и наука – ключевые сферы, где наше сотрудничество может принести реальные результаты, отметил он. В свою очередь, ректор АГУ Олег Угварами выразил благодарность российской стороне за долгосрочное партнерство. Новости культуры. Срок подачи заявок на 3-й международный музыкальный конкурс Алисы Гизбо продлен до 5 октября. Условия набора участников конкурса лабораторий в номинациях «Академическое сольное исполнительство» и «Искусство ансамбля» изменены. Подать заявку теперь могут музыканты и певцы от 18 до 45 лет включительно. В Стамбуле продолжается выставка работ абхазских художников. Экспозиция в галерее Барын-хан посвящена утраченному в пожаре фонду Национальной галереи Абхазии. Выставка продлится до 19 сентября, но художники уже вернулись в Абхазию, готовы поделиться впечатлениями. Подробнее Надежда Боровикова.
10 художников из Абхазии представили свои работы в Стамбульской галерее современного искусства. Идея организации такой выставки появилась после пожара в Центральном выставочном зале в Сухуме, в котором сгорел почти весь фонд Национальной картинной галереи. После случившегося пожара во многих уголках люди чувствовали большое сопереживание и хотели оказать нам какую-то поддержку. Сразу позвонила нам общий друг Денеф Хуваж. Она куратор, фотограф, педагог, работает в Турции. И предложила провести выставку нам. В общем, конечно, было много в голове сразу вот эта идея фикс, что ты хочешь это сделать. А мы предложили художникам, кто готов и хочет высказаться и принять участие в этой выставке и сделать какой-нибудь, написать, создать объект, связанный с пожаром. С момента зарождения идеи до открытия экспозиции в Стамбуле прошло 9 месяцев. Многие художники создавали свои работы специально для выставки. В этой выставке участвовали Батал Джопа, Сида Хуба, Сипархи Плабахуа, Олег Чеди, молодые художники Саида Квицини, Диана Хинтба и Абшаха. Это концептуальная выставка, 2 картины, 2 скульптуры малых форм. Это руки Адамура и кукла Асида Хуба, арт-объект от Сипы. Вышивка вообще Хагба и Диана, видеоарт Астанды Чамагуа и книга Сабины Кварчели. Тоже как арт-объект. Просто мне сложно. Это предметы современного искусства, которые рассказывают, с чем вот рефлексия художника на то, что произошло. Посетителями выставки стали в большинстве своем представители абхазо-адыгской диаспоры. Но многие приходили с друзьями, которые мало знали или слышали об Абхазии. В целом, абхазским художникам в Турции устроили очень теплый прием. До открытия выставки очень много было, мы в Фейсбуке делились, пресса. Пресса печатала об этом событии грядущем. И это было такое ощущение, такое трепетное, когда ты везде видишь слово «Абхазия». И это связано именно с культурным событием и с выставкой. Это ощущение невероятное. Открытие было 5 числа. Неожиданно для нас было невероятное количество людей, потому что это большой город, найти время, приехать туда и провести с нами время. Это было невероятное ощущение. Выставка состоялась благодаря кураторству и поддержке многочисленных друзей Абхазии в Турции и финансовой помощи частных спонсоров и Министерства культуры Абхазии. Экспозиция в галерее Барынхан будет доступна до 19 сентября. Надежда Боровикова, Торник Амичба, Абаза ТВ. О спорте. В прямом эфире Абаза ТВ продолжаются матчи чемпионата Абхазии по футболу. Афон одерживает домашнюю победу над Бзаной со счетом 3-1. Голы Афон, Алмаз Вардани на 32-й минуте, Саузар Жиба на 54-й, Макандан Дже на 81-й минуте. Гол Бзаны Георгий Хинчагов на 40-й минуте. Лучший игрок матча Алмаз Вардания. Напомним, телекомпания Абаза ТВ – официальный информационный партнер Федерации футбола Абхазии. Внимания, воды не будет. Столичный водоканал сообщает о временном прекращении подачи питьевой воды в четверг, 12 сентября, в связи с переключением старого водопровода на новый с полуночи до 21:00. Будет прекращена подача питьевой воды в районах города Сухум, улица Эшба, Старый поселок, Колос, улица Адыгейская, центральная и нагорная части города, Маяк, Турбаза, улица Хварцкая, улица Братьев Зонтари, улица Апсильская, село Дзыгута, улица Чанба. В завершении выпуска прогноз погоды. В четверг, 12 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные осадки и гроза. Атмосферное давление низкое, ветер слабо умеренный. Температура воздуха ночью 17-22, днем плюс 27-31. Температура морской воды плюс 27, волнение морской воды слабо умеренное. Относительная влажность воздуха 70-80%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.